переходим к слову руководителя православной татарской общины города Москвы Динары Абдулбяровны Бухаровой. Поговорим немножко, то есть у меня о наболевшем, поэтому я издалека начну. Говорим о численности татар, востока. Татар у нас, не считая крымских, около 7 миллионов. Причем в Татарстане это 2 миллиона. Значит, представлены они в Татарстане такими субэтносами, как казанские татары, татары-мещеряки, тептери и кряшины. А около 1 миллиона татар проживают в Башкортостане, представлены такими же субэтносами казанские татары, татары-мещеряки, тептери и тоже кряшины. По неофициальным данным, около 1 миллиона татар проживают в Москве. При этом в основном это татары-мещеряки и касимовские татары, нижегородские, рязанско-касимовские, пензенские, темниковские, симбирские и другие, которые в подавляющем большинстве в Москве и Московской области исповедуют православное христианство. И это признают татарские общественные деятели, ну, в том числе в личном общении Фарис Фарисович, Ямалиев, штаб татар Москвы. Об этом мы часто говорим с ними, но пока, к сожалению, сегодня они не готовы об этом сказать на какой-то широкой аудитории. Хотя надеюсь, что все это наконец-то как-то правильно, они сегодня были приглашены, мы смогли прийти. Остальные татары проживают во всех регионах России, как в деревнях, так и в городах. При этом следует подчеркнуть, что они не являются какими-то переселенцами из Татарстана, а являются представителями татарских субэтносов, сформировавшихся за пределами территории Казанского ханства и других так называемых осколков Золотой Орды. Это прежде всего татары-мещеряки, включая касимовских и рязанских татар, а также бардымских. Это астраханские татары, литовские татары, сибирские татары, добруджинские татары и другие, которые проживают на огромной территории от Дуная до Тихого океана на своей исконной территории. Это как часто, когда вот я говорю, что я татар, то мне говорят, как ваша Казань? Вот, и я долго объясняю, что на самом деле татары, они делятся на многие общности, и многие татары даже не знают, что такое Татарстан, просто там не были. И, конечно же, крымские татары, их около 5 миллионов всего, но крымских татар, проживающих в Крыму, около 300 тысяч. Казахов, представителей других этнических общностей, учитывающихся сегодня как отдельные народы, нагайцев, нагайбаков, башкир, карачаевцев, балкарцев, кумыков, алтайцев, тувинцев, хакасов, которые также исторически являются наследниками средневековых татар, в совокупности более 17 миллионов. А теперь о наболевшем. Глядя на эти цифры, разве не очевидно, что Республика Татарстан, где титульным является субэтнос казанских татар, не может претендовать на то, чтобы выступать от лица всех татарских субэтносов и диктовать волю, культуру, политику казанских татар другим татарским этническим общностям через такие структуры, как Всемирный конгресс татар и Милишура. Вот сейчас готовится стратегия развития татарского народа. А кто из авторов стратегии хотя бы проконсультировался с православными татарами относительно этого документа, это ключевая концепция развития. При этом я имею в виду не только субэтнос Кряшин, представители которого на 3-й отчетно-выборной конференции в 2014 году приняли резолюцию о том, что они субэтнос внутри двухнационального татарского народа с отдельным названием Кряшины. Двухнациональность татарского народа достигается не только благодаря их существованию, но и благодаря тому, что многие представители других татарских субэтносов исповедуют православное христианство. Особенно этот процент высок в больших городах, где их численность часто превышает численность татар-мусульман. Но на общетатарских площадках интересы православных татар никак или почти никак не учитываются. Происходит дискриминация по религиозному признаку не только в Республике Татарстан, но и, как это ни странно, в Москве. Мы обращаемся ко всем российским, международным, республиканским и татарским национальным структурам с требованием прекратить дискриминацию православной части татарского народа. И, конечно же, нам надо всем понимать, что татары – это двухнациональный народ, и как-то вот развивать наши традиции. Если кто-то, вот у нас за несколько лет уже образовалось несколько общин, таких вот точек сбора православных татар. Если кого-то это интересует, организация где-то в регионах, вот мы сейчас за чашечкой чая можем обсудить, поделимся опытом. Считаю, что это просто необходимо в нашем общем деле. Это собираться, определять точку сбора и, в первую очередь, конечно же, молиться на родном языке. Спасибо большое.